В Екатеринбурге во Дворце правосудия стартовал громкий уголовный процесс над 37-летним уроженцем Чечни Мавсуром Хасаевым, которому 38 стукнет послезавтра, и которого обвиняют в заказном убийстве 22-летнего криминально-авторитетного армянского бизнесмена Ашота Арутюняна, которое случилось ночью 27 мая 2011 года в Екатеринбурге во дворе дома на Белинского, 177. В свое время мы об этом злодеянии подробно и неоднократно рассказывали, однако в связи с началом судебного процесса позвольте вкратце напомнить фабульную часть. В ночь на 27 мая 2011 года один из лидеров армянской диаспоры в Екатеринбурге, авторитет и бизнесмен, 22-летний Ашот Арутюнян, подъехал к своему дому на Белинского, 177 в сопровождении двух охранников. Он припарковал машину, пошел к подъезду, и в этот момент к нему сзади, из темноты, обратите внимание, подбежал киллер и выстрелил в жертве в затылок. Телохранители в этот момент находились почему-то не возле охраняемого тела, а уже возле подъезда номер 2, и помешать хитмену не смогли. Охранники видели в потьмах силуэт убийцы и даже попытались побежать за ним, но он их припугнул выстрелом в их сторону, что было ему впоследствии зачтено как покушение на двух лиц. По горячим следам следствие на основании показаний двух охранников составило фоторобот и стало искать славянина лет 25-30 от роду, ростом 170 в бейсболке, но не изыскало. Шли годы. Версия о причастности чеченца к ликвидации Арутюняна появилась у следствия спустя 5 лет после убийства, в августе 2016 года, когда материалы этого висяка были переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел Свердловского СУ СКР. Поначалу подозреваемым был некто Роман Юсупов, чеченец, который общался с Ашотом Арутюняном. Следователи СКР изъяли у него мобилу и обнаружили в ней фотографию, сделанную в Чечне возле горного озера Кезеной-Ам в 2008 году, на которой чеченцы жарили шашлыки, а среди прочих на фото был и Мавсур Хасаев. Он попал в число подозреваемых. И в августе 2017 года свердловские следователи в Грозном его даже допросили, но отпустили домой. Однако прошло полгода. 16 августа 2018 года следователи снова прибыли в Чечню и в городе Аргун Мавсура Хасаева, когда он ехал к больной маме, арестовали и увезли в Екатеринбург в СИЗО номер 1 по обвинению в убийстве Арутюняна. Это громкое дело вызвало целые акции протеста в Чечне. За подсудимого Хасаева заступались и его родственники, и односельчане, и чеченские имамы. Да что говорить, за процессом следит сам президент Чечни Рамзан Кадыров. А все потому, что чеченцы считают своего земляка невиновным. И аргументация у них заслуживает внимания. Дескать, ну какой из Мавсура наемный киллер, если у него с юности после операции одна нога на 6 сантиметров короче другой, и руки трясутся, у него реально диагностированный тремор. Кто ж ему доверит убийство за деньги? В 1998 году он сломал ногу. После этого нога срослась у него одна, а другая дала рост. Это был переходный возраст у него. А другая дала рост, и у него 6 сантиметров. В данное время он позвоночник он искривлен, и руки у него трясутся. И есть справка, то, что после, когда его привезли, то, что это действительно подтверждающее, что у него нога короче, что руки, болезнь тремора, трясутся руки. Часть свидетелей, которые были очевидцами убийства, которые не узнавали изначально убийцу, показывали о том, что убийца бежал. То есть не хромая причем, то есть этот вопрос им был поставлен. То есть Хасаев не хромая бегать не может, в связи с тем, что одна нога у него короче другой. То есть у него просто не получится бежать не хромая. У него бежать-то с трудом вообще, если получится, то не хромая это вообще невозможно. Кроме того, несколько десятков очевидцев уверяют, что 27 мая 2011 года Мавсур Хасаев был в родном селе Ведено на похоронах своего дяди. Типа не мог он успеть после ночного убийства прилететь из Екатеринбурга в Ведено. А охранники убитого Ашота Арутюняна опознали Хасаева в Екатеринбургском Централе спустя почти 7 лет, хотя видели его в момент убийства всего-то несколько мгновений, причем в кромешной тьме. В общем, дело, мягко говоря, неоднозначное. Мавсур Хасаев вину категорически отрицает, потому и выбрал для суда коллегию присяжных заседателей, которых сразу же и начали собирать. И этот процесс растянется на несколько дней. Как сообщили в пресс-службе областного суда, обычно для отбора в присяжные приглашаются человек 500, приходит 50, вот из них и выбирают 8 заседателей. Кстати, если кто-то в крайнее время отсиживался в тайге, без интерсети и телека, то с 1 июня прошлого года в России
В областных судах заседают не 12, как раньше, а 8 присяжных, а в районных судах по 6. Скажите, вы русским языком в какой степени владеете? Хорошо понимаете, говорите? Да, хорошо понимаю, говорю. Значит, в какой степени участие переводчика вам необходимо? Я имею в виду, вам нужен синхронный перевод с русского на чеченский? Или только в тех случаях, когда вам что-то непонятно будет, вы будете прибегать к помощи переводчика? В тех случаях, когда мне непонятно будет, То есть постоянный синхронный перевод вам не требуется? Русским языком владеете, можете изъясняться, понимаете? да. Я считаю, что будет более объективное рассмотрение с учетом суда присяжных. А так я лично не вижу тут объективности.